Знание истории родного края, грамотная и поставленная речь, готовность преодолевать большие расстояния. Эти качества обязательны в профессии экскурсовода. Эти молодые люди в начале своего пути и только начинают познавать все тонкости работы гида. Экскурсовод сперва здоровается с присутствующими, называет свою фамилию, имя, экскурсионное учреждение, если это именно от фирмы происходит, и, естественно, представляет водителя. И начинает именно свою лекцию. То есть изначально сразу же экскурсовод знакомит, как я уже вам говорил, группу с программой, с которой у нас, с экскурсией, которая представляется. Согласно новым поправкам в законе о туризме, со следующего года каждый, кто хочет работать в этой сфере, обязан пройти аттестацию. Администрация Комитета по туризму региона для этих молодых людей организовали цикл семинар-тренингов для подготовки к экзамену. Курс включает в себя теорию и практику и поделен на две части по 8 часов. Ребята уже успели пройти первый этап в марте этого года. Сегодня у них теоретический час непосредственно в стенах курорта Армхи. Мария Маздоева в этой сфере не новичок и даже успела попробовать свои силы на практике. Я отчасти являюсь гидом-экскурсоводом. Приходилось быть куратором некоторых поездок. Я вам скажу, это были самые незабываемые такие эмоции и впечатления. Семинар дал много новой информации касаемо того, каким образом должны проходить лекции, каким должна быть папка гида, экскурсовода, какие меры должны соблюдаться в тех или иных форс-мажорных ситуациях. Может возникнуть еще вопрос, а не надоедает ли посещать одну и ту же местность несколько раз, несколько десятков раз пускай. Вообще нет, потому что природа – это безграничный вектор, который можно наблюдать как со стороны лицевой, так и изнаночной. То есть каждый день новые эмоции и новые картинки. Всего в Ингушетии 4 наиболее популярных туристических маршрута. Архитектурные комплексы Эрзи и Вовнушки, храм Тхабаирды. Последняя остановка для ребят – водопад вблизи селения Ляжги. Этот маршрут считается наиболее тяжелым, однако вместе с этим и самым популярным как среди туристов, так и среди местных жителей. Который показывает, как это сказать, и курсанты, и туристы именно стоят именно вот по левой стороне в ряд. И все-таки, если это проезжая часть, нужно от дороги чуть-чуть все-таки будет отойти. А сейчас мы находимся на экологической тропе к Лежгинскому водопаду. Здесь был в 2012 году открыт туристический маршрут, назывался к Лежгинскому водопаду. Общая протяженность тропы 1300 метров. И мы, пройдя через лес, через такие пропасти небольшие по узкой тропе местами, которая очень даже опасна для прохождения. Именно такой дождливый и пасмурный период зимой не рекомендуется туда водить туристов. Гид должен соблюдать все правила от начала и до конца. Горный рельеф для неподготовленного может быть опасен и энергозатратен, поэтому 7 из 8 часов второго цикла обучения отведено под практические занятия. Как вот это правильно сделать, как заинтересовать туристов, привлечь к себе внимание и правильно провести экскурсии. Все вот именно такие моменты экскурсоведения мы сейчас проводим. То есть как ответить на дополнительные вопросы, какие ситуации возникают во время проведения экскурсии. То есть вот это все мы сейчас обсуждаем, проходим, ведем своего рода и экскурсию, как бы проводим для наших будущих экскурсоводов, но и также показываем правила, то есть как это должно быть. То есть это не так обычно, но мы акцентируем внимание. Видите, я вот это вам сказал, вот здесь я остановку вот такую сделал, я акцентирую на это внимание, на такие моменты, и так веду экскурсию. По завершению второго цикла ребятам вручают сертификаты об окончании семинар-тренингов по профессии гид-экскурсовод. Эти дипломы будут учитываться при прохождении итоговой аттестации в следующем году. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.